Каждый год в начале сентября мы вспоминаем жертв трагедии 2004 года в Северостинском Беслане на юге Российской Федерации. Вас просто уведомили, что федеральный закон нарушает. Четвертого вы нас посадите, да? Кого вы хотите испугать? Больше того, что вы потеряли, больше хуже не будет. Только приказы, те, которые огнеметом стреляли, они тоже приказы выполняли. Спецслужбы назывались. Ты приказ выполняешь. Почему ты меня пугаешь здесь? Какую статью что я нарушила? Какую статью нарушила? За то, что мы надели футболки с надписью «Путин, палач Беслана», 6 женщин были насильственно арестованы, а затем приговорены к штрафам и общественным работам. Паспорт отдайте. Это мой документ. Мы никогда не забудем эти первые сентябрьские дни, когда террористы захватили местную школу и более 1000 человек, большинство детей. 3 дня их держали в спортзале без воды, еды и свежего воздуха под дулами автоматов. Более 330 человек, из них 186 детей, погибли после хаотичной операции по освобождению заложников. Кто несет ответственность за их смерть? Ваша честь. По версии следствия, все террористы были убиты во время операции, за исключением одного, Нурпаши Кулаева. Он был приговорен к пожизненному заключению и был единственным, кто был наказан за 3-дневный ад. Неужели он единственный выживший, который виноват в смерти 334 невинных людей? Мы искали ответ на этот вопрос более 13 лет. Вот обычное солнечное утро. Где-то там фотография есть. Это последняя фотография моих детей. Ну, Сашки и Жорика. Мне моя девочка говорит: ой, я, мама, не хочу идти в школу, что-то. Первый раз моя девочка отличница, и она говорит: не хочу идти в школу. И думаю, надо же, это удивительно. Кто посчитали нужным сегодня прийти в нашу школу и разделить с нами этот праздник. Я помню, что я очень туда спешила, потому что наш кабинет должны были ремонтировать. Я как раз переходила в 6 класс. Это новые учителя, новые предметы. У нас всегда 1 сентября была торжественная линейка, и каждый год наши преподаватели делали нам какой-то сюрприз. Как и вы, родители наши дорогие. Когда мы приехали в школу, то девочки остались с отцом ждать нас возле школы, пока не началась линейка. И потом началась музыка, шары, и почему-то начались выстрелы. Я оделась и смотрю, после этого подъехала машина, выскочили оттуда в масках, в рюкзаках, и я видела, как начали стрелять наверх. Ну, я, если честно, думала, что это хлопушки или салют. Мы еще удивились, что днем салют. Все стали смотреть наверх, а потом люди просто стали бежать. Кто-то стал кричать: надо бежать в спортзал. И вот меня просто люди занесли, можно сказать. Хотя школа находится примерно в 100 метрах от милицейского участка,
Милиция не среагировала на захват. Я побежала к детям, искала детей. Нашла я младшего, Марка. Как бы они нас окружили, и мы забежали во двор школы под окна. А Артур, старший, он нашел нас сам. Он просто подбежал, присел рядом и сказал, что «мама, я очень боюсь». Я его успокоила. Потом нас загнали в окна, заставили запрыгнуть. И так мы оказались в заложниках. В отличие от предыдущих годов, охрана за безопасностью участников торжественной линейки в крупнейшей школе в Беслане в то время не было. Милиционеры, которые должны были охранять школу и ближайшие дороги, были сняты ответственным сотрудникам милиции. Когда нас загнали, как баранов загнали, такой ужас я увидела. Бледные лица, вот такие бороды и какие-то плащи. Они как, знаете, как смерть были. Как доказывают эти документы, органы безопасности узнали об угрозе террористического акта за несколько недель до его осуществления. Они владели информацией, где готовились боевики. Они знали, что планируют занять гражданский объект, захватить большое количество заложников и что готовят нападение в Северной Осетии в День знаний 1 сентября, когда сотни детей и их родственников собираются в каждой школе. Через 1,5 года обвиняемыми были 3 милиционера. Они обвинялись в халатности, повлекшей гибель людей в Беслане. В сентябре 2006 года Дума приняла постановление об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на территории Южного федерального округа, в том числе в Беслане. 3 милиционера были на основе этого постановления амнистированы. Зятя первого убили. Самый первый расстреляли зятя. Он в машине сидел, когда они подъехали, он выскочил, и его с автомата расстреляли. Уже когда я узнал, я здесь вот недалеко работал. Напротив школы остановился, через путь я стал переходить, и они выстрелили с автомата. И я обратно тогда побежал, сел в машину и уехал. Потом я забежала в милицию и начала звонить, что это захват. Я не могла дозвониться, все время сбрасывали телефон. Я тогда побежала в администрацию. Я кричала: «Рупор, рупор». Зачем мне он нужен? И мне казалось, что я рупором подойду к этому дому, и через рупор я буду говорить террористам, что не убивали. Появился там военный с автоматом в администрации. Он меня сказал: «Уходи сейчас, я тебя удалю насильственно». В здании местной администрации примерно через час после захвата школы начал действовать оперативный штаб. На место прибыл президент Засохов, министр внутренних дел Дзантьев, начальник ФСБ Андреев и другие. Президент Путин, прервав свое пребывание в Сочи, отправил членов руководства и спецподразделения ФСБ в Беслан. На улицах и в здании администрации господствовал невероятный хаос.
С окна я увидела, что там во дворе администрации подъезжают машины военных и какие-то большие рюкзаки выкидывают. И на эти рюкзаки эти военные ложатся отдыхать. Вот этот момент, вот то, что они ложатся отдыхать, он меня поразил до глубины души. Потому что там захват, там их можно еще спасти. А они сидят и ложатся на свои рюкзаки. И я тогда выбежала и начала кричать им. Я говорю, у меня там родня. Вы почему здесь разлеглись? Вы почему не идете спасать? Вы чего ждете? Военные говорят, уберите эту женщину, эту сумасшедшую, уберите отсюда. Террористы, большинство из которых были чеченцы и ингуши, были вооружены большим количеством оружия и взрывчатых веществ, которые сразу же начали развешивать по всему спортзалу. В террористической группе также находились женщины-шахидки, у которых были взрывчатые пояса. Первый день управляемый, сидели мы. Требования были не разговаривать, сидеть, не двигаться. Так, Первое время выпускали в туалет, воды попить. Потом через какое-то время запретили это делать. Закрыли окна, там форточки наверху. Не знаю, видимо, чтобы не просматривался зал. У меня бронхиальная астма с малых лет. Я помню, что было очень душно. Вот этот спортзал, 1000 с чем-то людей, было ужасно жарко. И один мужчина, он стал защищать детей, говорил, что отпустите хотя бы детей. Вот мы взрослые, держите нас. Прямо у нас на глазах, вот он вот упал. И я помню, что вот старшеклассники, 2 старшеклассников, они взяли его за ноги, за руки и вынесли из спортзала. Мой сын плакал. Я стала чувствовать, что его бедное сердечко сейчас вообще выпрыгнет. Я его обманула, что это фильм. Это неправда. Почему у дяди по-настоящему кровь? Я тогда сказала, что это просто варенье малиновое. Я не могу есть это варенье малиновое, знаете. Не знаю, не могу, и все. Мои дети и другие дети, кто рядом был, я говорю, подождите, сейчас еще никто нас не знает, нам обязательно помогут. И я говорю, сейчас вот узнают, примут какие-то меры, к вечеру нас освободят, вечером мы будем делать. Действительно, я очень на это надеялась. Вскоре после захвата школы террористы сообщили о своих требованиях. Хотели, чтобы на переговоры вышли президент Северной Осетии Засохов, президент Ингушетии Зязиков, чеченский советник Путина Аслаханов и доктор Рошаль. В то время в Беслане присутствовал только Засохов, который был готов пойти в школу, но оперативный штаб ему запретил. Очень надеялись, что правительство что-то решит, но террористы хотели переговоров. Переговоров не было. Почему? Я не знаю, потому что я сидела внутри. Хотя действующий тогда закон о борьбе с терроризмом четко определял, кто должен стать руководителем операции в подобных случаях. До второго дня, 16 часов, руководитель штаба не был официально назначен. И вот мне интересно все-таки, когда должен был создан штаб? Конкретно, я по военному спрашиваю, вы человек военный, я вот конкретно ставлю вопрос. Штаб должен был создан тогда, а он и был создан, в принципе. Все, кто входил в антитеррористическую комиссию, они работали, выполняли свои функции. Не было только руководителя на этом этапе. А штаб как таковой работал. А когда нет руководителя, то нет ответственного. Все-таки с 1 по 2 до вашего назначения кто руководил штабом?
осуществлялась координация действий всех силовых структур. Как председатель антитеррористической комиссии, по всей видимости, это делал Засохов. Абсолютно нет. 1 числа, значит, штаб возглавлял Андреев. Это все абсолютно, так сказать, задокументировано. И вы членом штаба тоже не были? Тоже не был. Вот документ передо мной прокуратуры. Вот начальник управления Генеральной прокуратуры в своем постановлении пишет, что Засохов был членом штаба. Ну, я хочу сказать, что это неправда. Вы помните, когда был создан штаб по освобождению заложников? Штаб с теми полными его функциями, который должен был и работал, это было 15-16 часов 1 сентября. А кто его возглавлял? Генерал Андреев. А вы входили в этот штаб Андреева? Нет. Вот передо мной документ, что руководил штабом Андреев, а заместителем оперативного штаба был министр внутренних дел, генерал-лейтенант внутренней службы Дзанти. Вы были заместителем руководителя штаба? Если вот сейчас вы мне довели, я первый раз это услышал. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, которые докладывали о хаосе в оперативном штабе, об отсутствии координации действий, прокурор отказался кого-либо обвинить. Согласно официальным заявлениям, в ходе расследования деятельности оперативного штаба не было признаков состава преступления. Требования какие-то выдвигаются? К сожалению, на этот час мы не можем сказать, что четко сформулированы требования, которые бы выдвигались теми, кто удерживает заложников. Контакт дает тоже, контакт есть. На этот час в этих списках 354 человека. 2 сентября мы уже из дому принесли. На бумаге я написала, что Путин выполнит требования. Не обманывайте, в школе больше 800 заложников. И с этим мы пытались кому-нибудь из журналистов вот это показать, чтобы нас сняли. Это же было на бумаге. И ее разорвали. Кто, я не помню. Была целая толпа, и среди них были сотрудники. Там уйма людей. Около 1200-1300 точно было. Это вот приблизительно. Как можно было говорить это по телевидению, когда они смотрели этот телевизор? Ой, вот это произнесли, что нас всего-навсего, к тому, что вот они как бешеные на нас накинули. Они сказали, сдохните. А так они очень часто выводили мужчин, когда мы кричали, когда начинали плакать, когда что-то просили, они просто говорили, вот ты встань. Если мы не угомонимся там в течение какого-то времени, они просто говорили, выходите. Один из них заставлял все время вот как бы в наказание, да, когда начинали говорить, гул создавался, они этого не хотели. Поднимите руки, положите их на голову и вот как зайчики держите их вот так. Второй день, я помню, что второй день сломался не кондиционер, а вентилятор, который там работал. И было настолько жарко, что они все-таки выбили окна. Это не помогло, было ужасно жарко. Второй день был вообще невыносим. Многие дети падали в обморок. Приходилось там своими какими-то силами им помогать. Они даже им не давали воду. Единственное, можно было вот вынести их подышать немного вот в этот коридор. Второй день даже это не разрешали делать. На второй день террористы настаивали на переговорах с Засоховым и другими названными людьми. Оперативный штаб опять отказался, но предложил им, например, коридор для их безопасного выезда, воду, пищу и лекарства для заложников. Террористы это не приняли, после чего положение заложников стало невыносимым. У меня же Вика, я ее грудью кормила, и молока было достаточно. Я стала
отцеживать. Все стали ползти, все просить, и взрослые, и невзрослые. Их надо поить, и у меня был ужас. И вот, наверное, вот это шебуршание один из боевиков понял, и он ко мне подходит, наставил этот свой автомат и говорит: что ты делаешь? Вы знаете, у меня такой страх был, что он сейчас меня возле детей убьет. Вместо запрошенных террористами должностных лиц в Беслан был вызван бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. В конечном итоге он был принят террористами и был единственным, кто решился идти на переговоры лицом к лицу. Надо было что-то делать, надо было принимать меры, чтобы спасать людей. Да даже хотя бы узнать, чего они хотят. Я понимал, что это никакие не наркоманы, как некоторые начинали преподносить, что там. Я прекрасно понял, что это будут политические требования. Когда я увидел требования, требования такие, что я понял, что это будет долгая и тяжелая работа. Террористы требовали вывода федеральных войск с территории Чечни, признания ее независимости, уважения свободы религии в России. Взамен они предложили, что прекратят вооруженные действия против России. Чечня присоединится к СНГ и не будет заключать никаких политических, военных или экономических партнерских связей против России. В итоге Аушеву удалось вывести из школы 26 заложников, матерей с грудными детьми. Третье утро, это было ужасно. Многие уже умоляли убить их, потому что это было невыносимо. И мало кто верил, что вообще выживем. Нам даже вообще просто раздали бутылки, чтобы дети справляли нужду. И в один момент, знаете, я, наверное, быстрее всех, у меня галлюцинации начались. Я как будто лежала в саркофаге. Я била стены этого саркофага и орала: не хороните меня, я еще не умерла. То есть это была уже я на грани это на обезвоживание. Потом где-то в 12 часов мой старший сын стал меня просить: мама, давай пересядем. И мы пересели в другой конец зала. Мы сидели в середине, а потом мы пересели ближе к тренажерному залу, он в глубине. И когда мы там недолго посидели, втроем мы сидели, я, Артур и Марк, и минут 15-20 прошло, прогремел один взрыв, второй взрыв. На третий день террористы разрешили властям забрать тела мужчин, которых они расстреляли уже в первый же день, и выкинули их из окна на школьный двор. В момент, когда сотрудники МЧС начали грузить тела убитых, раздались два сильных взрыва из здания спортзала, и вооруженные силы начали штурм. Я почувствовала, здесь что-то теплое такое потекло. И я помню эти ощущения. 3 удара в спину, как залетели 3 осколка в спину. Знаете, вообще не больно было.
это как шок, что ли. И меня вынесло в окно гаражам. Я тогда там орала: пойдемте обратно, там мои дети. И я опять потеряла сознание. Я помню только какой-то непонятный шар, то он залетел извне здания школы. А потом я пыталась понять, что происходит, но люди, которые лежали под этим шаром, они не двигались. После этого еще какой-то резкий хлопок. А дальше единственное, что я помню, это 2 гаража, и я падаю. Я вот вылезла, и трупы были, вот какие-то эти, кровь, вот так все. И детей своих. Залина, Лиза стала, и Залина сидела возле меня. До сих пор не знаю, почему она не выпрыгнула. Она не хочет об этом говорить. А где Лиза? Стали мы ее искать. Она тоже как была возле нас, но она лежала уже. Она лежала, Я пощупала ее вот так, стала щупать и нащупала на голове. И, видимо, она была ранена осколком в голову. И от второго взрыва осколок попал старшему сыну в голову. Я думала, что рана не глубокая, и пыталась закрыть рукой. Но я почувствовала, что была пробита голова, череп. Рана была небольшая, но череп был пробитый. Я его положила на пол и пыталась его привести в чувство. Он без сознания был. Вокруг было очень много раненых, и убитых много было. Мой младший сын стал мне говорить, что: мама, мы не спасем Артура, мы не сможем ему помочь. Давай убежим, а то нас тоже убьют. И как бы убежать все равно было некуда. На самом деле я сама понимала, что это была очень большая потеря крови. Я знала, что все. То есть мне пришлось делать выбор, чтобы спасать Марка. Потому что Артуру я ничем не могла помочь. И закидали они нас гранатометами. Вы думаете, что внутри боевики это все взорвали? Нет. Как позже свидетельствовали десятки очевидцев, то, что взорвалось, залетело в спортзал снаружи. Несколько независимых экспертов пришли к выводу, что взрывы были вызваны детонацией термобарической гранаты, выпущенной из огнемета, расположенного на крыше соседнего дома. Одним из экспертов был профессор Юрий Савельев, член парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане, специалист по баллистике и взрывотехнике, автор сотен текстов о воздействии военных боеприпасов и взрывчатых веществ. Также имеется видеозапись, которая доказывает, что бомбы в спортзале не взорвались. Если внутри помещения была бы взрыв вот этих, посмотрите, сколько шариков были. Мы буквально под это, где вот взрыв произошел, еще как они говорят, мы вытаскивали детей, ни одного, видимо, ничего нет, потому что... Однако власти до сих пор утверждают, что взрывы в спортзале были вызваны террористами. Они в это время продолжают кричать: мол, выходите, кто живой, выходите. А я думала, убили, что ли, всех людей. Говорю, наверное, убили, теперь нас выведут. Сейчас, говорю, наверное, расстреляют. И будем лежать. Прям именно над нами у входа в эту была такая дырка на потолке. Я увидела, что там дырка. Видимо, именно вот оттуда залетела первая, извини, вот эта. А Залина, она без маечки была душная, она вот
раздетая была, и, видимо, прям сразу на нее это капало. И говорит: ой, мама, как больно, сыпется, что там сыпется на меня. И я подтащила, я не знаю, что там валялось, то ли картонка была, то ли... Потом в какое-то время она стала тоже тлеть сама, эта картонка, видимо, упала и стала. И я ее отбросила. Я накрыла Марка стулом, что если вдруг потолок упадет, чтобы ему голову не разбило. В зале было очень много раненых, но некому было помочь. И просто от того, что не было помощи, и можно сказать так, что они просто, многие из них сгорели заживо. Хотя пожарная бригада получила информацию о пожаре почти сразу, разрешение на его тушение было получено больше, чем 2 часа спустя. Однако в то время уже некого было спасать. Стрельба в школе и вокруг нее не останавливалась. Российские вооруженные силы и мирные жители стреляли в направлении школы со всех сторон. Террористы отстреливались из окон. Десятки местных жителей подключились к спасению заложников. В столовой был снова бой, пока они уничтожали террористов. Все это время мы находились там. Я просто спрятала Марика под собой, чтобы заставляли вставать на окна детей с взрослыми. А так как с улицы стреляли, то, естественно, их убивали. И я боялась, что Марка тоже могут поставить на окно, и потому я его спрятала под собой, и мы просто не шевелились, чтобы они нас не видели и не встретиться даже взглядом с ними, чтобы они не сказали: вставайте теперь вы на окно. И как шарахнет, я вот штукатурка шипит, я на детей какой-то этот накрыла. Да. Мы в столовой сидели, в решетках все окна. Все время я смотрела на эти решетки, думала: да хоть бы, говорю, эта решетка как-то отвалилась оттуда, что ли. Я говорю, тут все сыпется, штукатурка отваливается, хоть бы отвалилась. Она тоже про себя думала, как отсюда спасаться, не вылезешь, ничего. Ну, сидели уже так обреченные как. И вдруг после очередного выстрела опять так шарахнуло, что эта решетка слетела и упала на разделочную доску. И я видела, как школу обстреливали, здание, я полностью это все видела. Я кричала, одна стояла и кричала, что всех убили, что никого там не будет уже живых. Танк выстрелил, и дверь вот так вот согнулась. Пробила дверь и согнулась. И вот около школы, который танк стрелял, обычно отстрелянные гильзы, они через люк внизу высыпают на землю. И мой товарищ их нашел 3 штуки, помыл и принес мне, отдал. Танки не стреляли, танки стреляли. Живые люди видели. То, что танк стрелял, мы доказали 5 апреля 5 года. 7 месяцев не признавали, что танки стреляли. После операции составленный протокол показывал огромное количество используемых боеприпасов. Десятки свидетелей, представителей силовых структур на судебных заседаниях свидетельствовали о применении тяжелого оружия неизбирательного характера. Однако следователи пришли к выводу, что использование этого оружия было законным и не причинило смерть ни одному из заложников. 4 сентября 2004 года
В ходе осмотра места происшествия с территории средней школы номер 1 Беслана производится запись на видеокамеру Sony на микрокассету. На следующий день после окончания боевых действий власти начали расследование случившегося. Одновременно со следователями работали на месте бригады МЧС, которые начали с зачистки спортзала и территории школы. Подъехали экскаваторы, грузовики и убрали все остатки трагического события. Ранним вечером все следы, все потенциальные доказательства были уничтожены. Тела, обгоревшие тела детей. Так, в зале вот провода. Таким образом, проходило тоже установление причин смерти погибших, которые определялись только по наружному исследованию. Даже не пытались определить, умерли ли жертвы, тела которых были сожжены до пожара или были сожжены заживо. Или они погибли от пуль террористов или силовиков. Таким образом, можно было всю вину свалить только на террористов. Владимир Путин сначала направился в отделение для тяжелораненых, а затем посетил все палаты, где находятся пострадавшие. В ночь после окончания боя в Беслан приехал президент Путин. Посетил местную больницу, встретился с оперативным штабом и уехал. С тех пор он в Беслане не появился. Еще в тот же день он выступил по телевидению. Мы перестали уделять должное внимание вопросам обороны и безопасности, позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферы. Но то, что произошло сейчас, бесчеловеческое, беспрецедентное по своей жестокости преступление террористов, это вызов всей России, всему нашему народу. Это нападение на нашу страну. Сразу после трагедии в Беслане Путин объявил о программе политических реформ. Как он сказал в своем выступлении, целью террористов было разрушить единство Российской Федерации. По его словам, победить терроризм можно было только объединив народ. Поэтому он отменил прямые выборы губернаторов. Таким образом, Путин воспользовался бесланским терактом, увеличив свой контроль над регионами и значительно укрепив свою власть. Несколько дней в нашем дворе были похороны, причем похороны не прекращались аж до конца сентября, потому что очень многие не находили тела. Многие даже хоронили пустые гробы. То есть не было тел. Не просто клали туда вещи и хоронили так. И какое-то такое ужасное ощущение, что вот именно его нет, а я вот тут, и я живая. И иногда даже стыдно было посмотреть людям в глаза, потому что вот их единственный ребенок, они его похоронили, и я. Мы ж долго не хотели хоронить ребенка. Представляете, что это было, когда мы согласились захоронить? Вы знаете, что они сделали возле меня? Они пели. Они пели, это было 30 декабря, чтобы уже в Новый год закрыть все дело. И вот этот следователь, я его до сих пор помню. Физически не так, как бы ранений не было сильных, серьезных. Так мелкие ожоги. Но вот эта душевная боль, она, конечно, у меня на всю жизнь осталась. Потому что, не знаю, для меня дети – это самое дорогое. И у меня отобрали старшего сына, которого я больше всех любила. Потому что можно так сказать, что вот он мне дал почувствовать быть мамой. Он был первым, и я его даже называла первенцем. Мы не
могли примириться с тем, что в такой трагедии, в смерти почти 200 детей, никто не виноват. Шло время, и власти не собирались никого винить, наказать. И матери убитых детей начали восставать. Мы перекроем эту дорогу, мы перекроем Зыргинский мост, железную дорогу, аэропорт, мы все закроем. И будем сидеть, или мы уйдем оттуда, вот в те могилы, которые пустые на кладбище. В январе 2005 года мы организовали блокаду трассы Ростов-Баку. Мы требовали провести независимое расследование и встречи с Путиным. Террористов никто из нас никогда не защищал. Это одно. Но когда власть действует как террористы, террористы убивают, а власть тоже убивает. А мы же от власти ждем защиты. На кого нам надеяться в этом государстве? С одной стороны террористы в масках, а с другой стороны террористы в погонах. На кого нам надеяться в этом государстве? У кого искать справедливости и защиты? Любой ценой они хотели уничтожить террористов, то есть ценой даже детских жизней. Потому что ничего не было сделано для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Неужели нельзя было хотя бы детей, чтобы пойти на переговоры, и хотя бы детей, чтобы отпустили? Пусть бы нас там оставили, но детей, чтобы отпустили. Я очень на это надеялась. Виню тех, кто допустил, чтобы они проникли в эту школу свободно. Обвиняют всех, кто не спасал, кто должен был защищать, не защищал. Мы были преданы, тоже скажу так, мы были преданы. Через некоторое время президент Путин пригласил потерпевших в Кремль. Дата, однако, была установлена на 2 сентября 2005 года, когда мы отмечали первую годовщину трагических событий и планировали траурные мероприятия. Его приглашение на эти дни мы посчитали неуважением и издевательством. Тем не менее, некоторые из потерпевших поехали в Москву. Трудно начинать эту беседу, не скрою. Вы знаете, те чувства, которые вы испытываете, понятны любой матери, любому отцу. Готов ответить на все ваши вопросы, конечно, если сам буду в состоянии это сделать в силу той информации, которая у меня есть. На следующий день он поручил генеральному прокурору направить специальную группу следователей в Беслан для изучения всей информации о ходе расследования. Однако в выводах следствия ничего не изменилось, ошибок не было, никто не виноват. 334 человека погибли от рук 30 террористов. Из всех руководителей, вот этого, как их называли, в кавычках, оперативный штаб, все военные получили звание даже не по должности. Генералом был, стал генерал-полковником. Все на повышение пошли, ни одного человека не наказали. Такая трагедия произошла, и ни одного виновного не было. Вот это меня возмущает. Неожиданно для потерпевших прекратил судебное разбирательство и перешел к прениям. Мы подали ходатайство с просьбой продолжить процесс, так как допрошены были не все свидетели, но суд его отклонил. Поэтому мы в феврале 2006 года начали голодовку. Нету виновных. Это меня очень, не знаю даже, как сказать, странно даже, как это нету виновных, никто не виноват, а кто мы виноваты, получается. Теперь внимание властей сосредоточилось на нас. В 2005 году мы открытым письмом обратились к международному сообществу с просьбой помочь расследованию трагедии в Беслане. В нашем обращении всем, кто сочувствует жертвам Бесланского теракта, мы тоже обвиняли российские власти и президента Путина
в пособничестве терроризму, так как они не проводили надлежащего расследования терактов и фактически не преследовали террористов. 3 года спустя власти использовали этот текст против нас, признав его экстремистским. Впоследствии обращение было включено в федеральный список экстремистских материалов. Очень хочу, чтобы все-таки справедливость восторжествовала, чтобы кто-то был найден виновный, чтобы не было так, что такое натворили, и никто не виновен. Так не бывает. Чем больше нас давили, тем больше мы себя уважали. И я не знаю такой силы, чтобы нас заставили замолчать. Такой силы не было, потому что мы считали себя правыми. И были еще другие обвинения против нас. Из-за указателя с надписью «Курс Путина» со стрелкой к руинам школы, за наши протесты в здании суда, за предполагаемые нападения на приставов и на судью. В результате многочисленных попыток у нашей организации отобрали официальный статус. Эти преследования ускорили наше решение добиться справедливости за пределами России. Поэтому мы обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой против России. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Georgi Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie. Захваты заложников являются труднопрогнозируемым событием. Даже при наличии ориентировок о росте активности боевиков сложно было представить, что целью атаки станет школа. Более того, ничто не позволяет утверждать, что в случае усиления охраны образовательных учреждений террористы не выбрали бы иной объект или не реализовали бы запланированную акцию в другой день. Штурм в принципе не рассматривался в качестве допустимого варианта разрешения кризиса. В то же время, сознавая, что террористы настроены крайне агрессивно и их поведение непредсказуемо, власти стянули к городу непосредственно к школе подразделения специального назначения, армии и внутренних войск. При этом танки и тяжелое вооружение были отодвинуты из зоны видимости террористов с тем, чтобы их не провоцировать. Восстановить картину происшедшего, особенно после хаоса и паники, наступивших после взрыва бомб в школе, было крайне непростой задачей. Однако следственные и судебные органы предприняли все возможные усилия для сбора максимального количества доказательств, проведения всех необходимых экспертиз и детального исследования всех возможных версий происшедшего. At 7 a.m. on 4 September, the EMACOM team started the clearance operation. During the day, the EMACOM staff cleared the debris with the use of cranes, bulldozers and excavators. EMACOM had finished the clearance work at 7 p.m., that is in 12 hours more or less, after which the building was rendered to the local administration. So my question is, what was the impact of this clearance operation on the possibility to investigate on exactly what happened the previous days and especially during the rescue operation? Проведение работ по расчистке этой площадки никоим образом не повлияло на эффективность национального расследования, потому что к этому времени все доказательства были собраны, была осуществлена видеосъемка, закрепление доказательств. Трупы потерпевших были освидетельствованы первоначально, и была выкладка во дворе произведена. Мы просим сегодня суд внимательно и взвешенно подойти к оценке баланса интересов личности, общества и государства в вопросе противодействия терроризму. Матери Беслана выиграли суд против России. Европейский суд по правам человека постановил, что власти России нарушили право заложников на жизнь, а применение силы спецназом при штурме было избыточным. В Кремле с вердиктом не согласны, а формулировки судебного решения считают абсолютно неприемлемыми. Россия обжалует решение суда.
Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой. Такие формулировки, они, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми. Что еще должно случиться, чтобы заставить людей заговорить, чтобы заставить бороться за свои права? Что еще? Самое лучшее сейчас Путину попросить извинения у народа. Мы крови не хотим. Я очень хочу, чтобы сказали правду про этот теракт. Говорить о Беслане – это значит говорить о том, что кто такая сейчас эта власть. Говорит правду. Чтобы поменялось. Мама придет сейчас. Сейчас мы тоже. Мама,